Просто фантастика. Эту фразу так и хочется сказать на выставке международного форума «Беспилотные системы и технологии будущего». Более 1000 различных летательных аппаратов привезли в столицу производители со всей страны. И не только. Каждый регион старается найти свою нишу в техномире дронов. И Якутия не исключение. У нас создается научно-производственный центр по беспилотным летательным аппаратам. И, конечно, одной из главных наших задач – это найти свое место в этом большом деле. То есть мы чем отличаемся? Ну, конечно, низкими температурами, большой удаленностью. И нам надо, наверное, сосредоточиться на обеспечении очень надежной связи с аппаратом. Центральную часть стенда Якутии занимает модель грузового беспилотника «Муравей-24». Он уже активно работает на переправе Якутск-Нижнебестях. За месяц совершено больше 200 полетов. И это единственный регулярный беспилотный маршрут в России. Этот факт поражает многих участников форума. И таких маршрутов у нас будет 6 до конца года. А в следующем году мы хотим открыть 10-15 маршрутов. Ну, там, допустим, Кангаласы, Сотинцы. Ну и будем другие маршруты искать, где население также через приложение сможет доставлять те или иные грузы. Ну, допустим, в Сотинцев там появился предприниматель, который поставляет в Якутск молоко, тонну молока в неделю. Ну, вот сейчас прорабатываем, как это делать. То есть это о чем говорит? О том, что беспилотие потихоньку внедряется в нашу повседневную жизнь. Илья Бурнашов – студент и резидент технопарка «Якутия». Будучи в армии, он разработал обнаруживатель дронов. Аппарат может засекать крупные БПЛА на расстоянии до 30 километров. Мелкие модели фиксируются на 4 километрах. У нас есть быстросъемное крепление антенны, то есть мы можем быстро менять типы антенн. То есть наша задача какая? Стоит человек-оператор, патрулирует небо, и в тот момент, когда он находит дрон, у него начинается на экране выходить информация, и прибор начинает пикать. За счет этого мы же находим сам прибор. И также этот прибор, он может работать с станцией РЭБа. РЭБ – это станция, которая позволяет сбивать с помощью радиочастот сами дроны. За беспилотными аппаратами будущее. Это ни для кого не секрет. Но чтобы индустрия БПЛА развивалась быстрее, необходимо подтягивать и нормативно-правовую базу под новые реалии. И сегодня задача экспертного сообщества не только внедрять технологии, но и продумывать правила и инструкции, по которым мы будем жить уже завтра. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва.